Gül nişan, gül nişan, ezber halim perişan. Gül nişan, ezmer can, nege halim perişan. Bare carek baş gezim olam bu perişan. Ezi gulamin nere, cebi keser abidi. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители. Добрый вечер, Иско. Я рад тебя видеть. Большое тебе спасибо, что ты нашел время пообщаться вот с нашими зрителями, с нашими читателями в нашем видеоблоге. И я прежде всего представлю, да, Иско Дасени, он депутат парламента Грузии. Прежде чем приступить вот к нашей беседе, я хотел бы сказать вот о чем. Вот когда говорят вот о советских курдах, прежде всего и заслуженно вспоминают курдов в Армении. Там был центр, так сказать, курдской культуры, всем известное курдское радио, Риатазе, ученые курдоведы, поэты, писатели. Но тут можно сказать, что и вот рядом в Грузии тоже немало было ученых, поэтов, писателей, очень известных людей. Я вот, готовясь к нашей сегодняшней беседе с уважаемым Иско Дасени, просто начал вспоминать тех людей, которые выходцы из Грузии. И у меня получилось даже вот 2 листа, я не буду всех перечислять, но самых-самых, так сказать, известных в нашей советской, так сказать, и современной общине курдской, это вот академик Иван Фаризов, поэты в Грузии, да, Бахчой Азейско, Таари Бро, Джардой Асет, Моров Мамедов и другие. Целая плеяда художников, Бесе Джафарова, Лёва Утоян, Мураз Мугоев, Антон Мирзоев, Андро Чердаркуши и недавно, к сожалению, скончавшийся Колихан, Тимур Рашоев, это почетный член Академии художеств России. В спорте Гурам Аджуев, чемпион мира Кахабер Барави. Конечно, не могу не вспомнить ученых Ламару Пашаеву, Карима Амоева и Карема Анкоси. Это человек, который заслуживает, конечно, очень многого. И мы так думаем, даже отдельную передачу о нем, о его деятельности сделать. Врачи Джамиля Джафарова, Володя Юрий Калуи, педагоги Мураз Бароян, Лейла Чердаргуши, журналистка Аза Авдали, политолог Мураз Аджоев, Отар Надирян, который представлял Грузию в антитеррористском центре, Володя Разгоев, Григорий Шамоев, Сулико Симаев, Мераб Шамоев покойный и так далее. И вот сегодня Белла Стурки, Лили Сафарова, Надежда Кочой, Дима Раши, Юра Дасани и, конечно, вот известные артисты Светлана Касьян, Азин Саскарян, народный артист России, Владимир и Натила Аджамовы, это балет в Санкт-Петербурге, это заслуженные артисты России. И Кават Раш, Карим Раш, очень известный писатель, секретарь Союза писателей России бывший. Мураз Джафаров, режиссер Курдского народного театра, в котором, кстати, Иско тоже, как и я, принимал участие. И, конечно, вот нельзя не вспомнить нашего уважаемого Зелимхана Муцоева, депутата Государственной Думы, известного российского политика и вообще его семью, которая очень много делает для
для курдской общины, как в России, так и за рубежом. Ну, а сейчас я хочу перейти непосредственно к нашему гостю, Иско Дасени. Иско, ну, расскажи, пожалуйста, вот как ты пришел вот к этим курдским делам? Я хорошо был знаком с твоим отцом. Это был прекрасный человек, патриот такой, очень любящий свой народ. Наверное, оттуда вот у вас, у тебя, у твоих братьев, у твоих всех близких, вот эта любовь к своему народу, оттуда, наверное, вот из семьи, от отца произошла. Юр, во-первых, добрый вечер. Я приветствую всю вашу студию, всех ваших подписчиков, слушателей. И хотел бы поблагодарить тебя за приглашение принять участие в вашем видеоблоге. Ты вот только что перечислял всех, кто были в Тбилиси, интеллигенты, и мне было очень приятно все это слышать. Конечно, всех не вспомнишь, всех не перечислишь, и всех, кого ты перечислил, 95% я их всех знал, и мы с ними общались. Это действительно было самое интересное, я думаю, время не только для меня, но и для нас, курдов, родившихся и которые выросли в Грузии, в бывшем Советском Союзе. Ну что и в двух словах. Я родился в обыкновенной курдской семье. И я вот хочу сделать акцент. Тогда мы все, абсолютно никто не мог сказать, что я не курд, я езид. К сожалению, я вот этого коснулся, потому что абсолютно все. Есть сегодня такие, которые отмечают, что нет, мы езиды или мы курды, но вот тогда этого вопроса не стояло. Вот потом со временем вот это произошло. Вот я вырос в курдской семье, в обыкновенной, где и мать, и отец трудились, 6 детей. Вот. И я обязательно хочу вот это отметить. Где-то примерно с 7-8 класса Керим Анкоси организовал, он тогда был инструктором ЦК партии, он в Тбилисском горкоме комсомола организовал группу там по работе с курдской молодежью. Он организовал филиалы в школах, где были курдские ученики. Я учился в 3-й средней школе. И вот меня еще тогда, он с нами встречался, все, и меня тогда он еще назначил председателем совета по работе с курдскими учащимися. Вот, и с тех пор, конечно, ты правильно сказал, вот эта любовь к народу, этот патриотизм мы получили от своих родителей. Вот, и мы продолжали это, и я с большим удовольствием, я все время мог уделить вот этой работе. С удовольствием слушал таких, как ты, Юр. Ты был поколением старше меня, вы были студенты, мы восхищались вами. Тогда учиться в высшем учебном заведении было вообще там на грани фантазии. Это, кстати, было и в мое время тоже. Потом это как-то... Но сейчас все, кто учатся, это, конечно, прекрасно. Сейчас у многих нет возможности, а то учились бы больше. Такое время пришло. Вот, и, в общем, с тех пор я в этом, а потом, ну, ты знаешь, когда я был студентом, меня Керим Анкоси был тогда редактором курдского радио, он меня пригласил диктором в курдском радио работать. Я еще вместе с тобой, мы были в курдском театре, Мурат Джафаров был режиссер. Вот, я не уходил оттуда до последнего. В 85 году, в январе 86-го официально меня назначили в прокуратуру следователем, и я не хотел уходить. Но я по закону не имел права. Мне не интересна была эта зарплата, ты знаешь. У меня уже тогда все было нормально. Но я вынужден был уйти и из театра, и в общем, и из радио. Вот. Ну, я всегда, никогда, вот я 27 лет работал в прокуратуре, я никогда связь с общественной деятельностью, которая связывала меня с нашим населением, никогда не терял. Я сегодня, Юра, могу и тебе честно в глаза посмотреть, и любому, что у меня был только один интерес – помочь своим, чтобы они выглядели лучше,
в нашей стране, вот здесь, в Грузии. И может медленно, но мы как-то все-таки в эту сторону двигаемся. Я не знаю, все я сделал хорошо или плохо, но я это буду делать до конца. Да, Несмотря ни на что. мы в этом не сомневаемся, Иско. Ну, вот, знаете, вот, знаешь, вот в наше время был, вот, ты тоже отметил, да, было радио, да, Курдское радио, где ты работал очень довольно долго. В театр ты отметил, Курдский народный театр, который, по-моему, даже у тебя есть медаль там за вот это творчество, которое ты там показывал. Да, я забыл вам прислать фотографии театра, вы его тоже бы в анонсах. Да, были ансамбли народные, в том числе был ансамбль, созданный Карямом Гарданзари, это вокально-инструментальный ансамбль, это вообще было чудо. Ну, про ученых мы сказали, про художников, неоднократно выставки были наших художников. Я помню, Дни культуры проводились. Была секция курдских писателей при Союзе писателей Грузии. И вот по последней переписи, значит, вот в Советском Союзе, которая прошла в 1989 году, по-моему, в Тбилиси, в Грузии вообще 33 333. Это легко я запомнил, потому что все тройки. 33 333 курда жили. В основном это основная масса в Тбилиси, в Тель-Авиве и немного в Батуми. Вот как сейчас община, вот, курдская община в Грузии, в каком состоянии, какова ее численность, чем она живет там, если ты там в двух словах расскажешь, было бы, наверное, нам очень интересно всем. Юр, это, знаешь, вот совпало как раз вот с этим, я как раз занимаюсь сейчас этим вопросом. Вот ты правильно назвал цифры, я вот в то время, я никогда не забываю, если была свадьба или, скажем, панихида, и это было в Гылдане или на Третьем массиве, мы никогда не спрашивали адрес. Мы спокойно могли поехать, и мы знали, на каждом шагу ты встретишь курда, спросишь и найдешь. Сегодня без адреса мы практически никуда не выезжаем, потому что так легко уже не встретишь. Вот. Теперь, что касается численности. Вот сейчас, последнее время, уже с тех пор, как я в парламенте, я серьезно так заинтересовался этим вопросом. Вот, и сказали, примерно 12 тысяч. Но вот сейчас, вот несколько дней тому назад, мы провели свой анализ провели, и мы пришли к такому выводу. Блин, здесь немало езидов живет. Только в Гылдане 4700, 4800. Это я тебе говорю об избирателях. Вот сейчас уточняют, сколько выехало вот за последние 2-3 года. На Третьем массиве еще больше. Кстати, намного больше. Вот. Ты не назвал Рустави, Юра. В Рустави тоже жило немало езидов. Сейчас их там очень мало. Вот кахетинские, я вот ими занимался, примерно до 200 избирателей. То есть, значит, численность, уже учитывая детей, намного больше. И я хочу сказать, что очень интересный народ сохранился в Тель-Авиве, как раз в Кахете. Я, правда, очень рад, что они там. Такие очень интересные личности есть среди них. Вот. Так что теперь, что касается организации. Ну, к сожалению, вот тогда была одна организация, мы все были там, и никто не думал создавать что-то еще вокруг всего этого. Вот. А сейчас организации, конечно, создают легко. Но, к сожалению, ни одна организация реально, серьезно ничем не занимается. Одна организация, наверное, вы знаете, создана при вот этом храме, святыне. Ну что ж, мне остается, Юра, одно, пожелать им успеха. Потому что сегодня, правда, это абсолютно ничего не знаешь, туда люди практически не ходят, ходит маленькое количество, и ничего не делается для того, чтобы как-то объединить людей. Вот объединить так, как думал я с момента, вот со своего подросткового возраста. И я сегодня имею очень большое желание, чтобы
как-то все это выправить, помочь. Ну, посмотрим, что получится. Желаю всем успеха. Насколько я знаю, курдское радио Ронкаи еще есть, да, там Белла Турки возглавляет. А то, что касается храма в Тбилиси, я знаю, что и ты тоже немалую лепту внес в его строительство. И, значит, не только ты, там многие другие. Ну, об этом, наверное, мы попозже поговорим. А сейчас я хочу вот что спросить, вот отношения между курдами и грузинами, да, вот и на бытовом уровне, и на, так сказать, на политическом уровне. Насколько, ну, я тоже там родился, вырос, и никогда не чувствовал какого-то напряжения или каких-то проблем. Значит, это может быть связано и с менталитетом, или же вот с какими-то историческими интересными корнями, вот, взаимоотношения этих двух народов, которые никогда не имели каких-то проблем. К сожалению, значит, история взаимоотношений этих двух народов, она еще, наверное, своего исследователя ждет своего исследователя. Мы знаем какие-то отрывки, да, допустим, я насколько знаю, допустим, вот Факие Тайра, да, известный наш курдский писатель средневековья, у него поэма, да, про то, как юноша курд влюбился в грузинскую девушку. И говорят, такая есть версия, что якобы он похоронен именно в Грузии. Отношения между царицей Тамарой и Саладином Эйюби тоже, да, там есть определенные документы, но картина, общая картина, она еще, к сожалению, не исследована. Вот. А сейчас вот как вот отношения сегодня вот в Грузии между вот простыми грузинами и курдами, как чувствует наше население там себя? Ну что ж, очень такой своевременный вопрос. Ты упомянул о храме. Храм построен все-таки Сулико Симаевым. 90% он лично своих сбережений. Все, что заработано его потом, он туда вложил. Да, я оказал помощь. Вот. Кроме этого, приняли еще участие другие. Ну, к сожалению, сегодня этот вопрос, он, конечно, нерешенный до сих пор. Лично сам Сулико Симаев не вхож в этот храм, несмотря на то, что он построил. Ну, я правда оптимист, я надеюсь, все будет хорошо. Ну, там что, я думаю, и из Курдистана была помощь тоже. Ой, очень-очень большая. Тогда вот послом Ирака в Грузии был Таиб Барвари, очень великий человек, очень интересный, который любил курдов всех. Вот. И мы с ним виделись в неделю несколько раз. Он гостил дома у нас, мы у него. Один из интереснейших людей. И при первой же встрече, как только я ему об этом сказал, он об этом, оказывается, говорил даже с тогдашним президентом Курдистана. Вот. И они оказали очень серьезную... Это практически даже была вот первая сумма пошла оттуда. Вот потом уже возникла эта идея, и мы начали это все доводить до конца. Вот. Ну, вот что касается храма. Об отношениях между курдами и грузинами. Я вот хотел бы все-таки сказать в древности отношения курдов и грузин. Вот ты упомянул как раз Закария и Иваном Харгрдзели. Вот, есть не то, что есть, и достоверные данные есть. Совсем недавно со мной связывался один шведский курд, очень интересный человек, Мурат Дживан. Вот, и он назвал книгу «Картлис Матияны». Вот, и я поинтересовался из архива, все-таки как депутат, мне это было проще. Вот, и на старом грузинском лексиконе, и вот буквы, все. Там есть вот несколько эпизодов, касающихся курдов и грузин.
И там вот сказано, что принцесса Грузии там-то была выдана замуж за Иваном Харгрдзели. И от них родился сын Авак. Вот. Теперь, ну, дальше. По моим данным, мои предки, они из иракского Курдистана, Дохокадасани, вот где-то из этой области, они переехали в Армению. И вот мой дедушка Сымо, он умер в селе Чубанмаз в 1942 году. Я родился аж, ему было 102 года, я родился через 16 лет после его смерти. У него вот мой отец был от второй жены и был последний. В общем, этот человек был практически уже в преклонном возрасте, когда у него рождались еще дети. Вот. И мой отец в 12-летнем возрасте, это уже 40-е годы, вот. И он переехал, там уже отца нет. Вот, и он переехал в Тбилиси, жил у своей сестры на Перовской. И вот так постепенно мы переселились. Я родился и вырос в Тбилиси. Вот, а теперь об отношениях курдов и грузин здесь, в Грузии. Ты правильно сказал. Вот у нас никогда таких совершенно непредсказуемых конфликтных ситуаций не было. Единственное, буду откровенным, вот 90-е годы он был немножко такой невыносимый, как-то все было непонятно. Но что касается сейчас, я вот с честью могу это сказать, что сегодня Грузия – это страна, которая находится в шаге от вступления в большую европейскую семью. И здесь, если ты считаешь Грузию своей родиной, и если ты не нарушаешь законы, никто абсолютно... Просто надо самому добиваться. Это, знаешь, в советское время было. Ты ничего не делал, и государство, и так далее. Сегодня нигде этого уже нету. Сегодня надо самим жить, добиваться, а здесь тебе никто в этом мешать не будет. Вот вставлять палки в колеса, что ты курд, и тебе вот это нет, это, вот этого как раз нету. Если кто хочет поступить и учиться, это совершенно легко. Сегодня я могу честно вам сказать, что если он заслуженно не получит оценку, он не, будь хоть сыном министра, он не поступит просто. Вот так. Да. Здесь возможности сегодня уже другие. Знаешь, Иско, я вспоминаю, вот когда мы в Тбилиси работали, мы вот такую статистику набирали, сколько детей вот, курдов учатся в каких школах, там русских, грузинских, армянских. И оказалось, по сравнению с другими народами, в процентном отношении больше всего в грузинских национальных школах учились наши курды. Это тоже... Чем другие, чем армяне, скажем, и так далее, да. Ты прав. Иско, сейчас перейдем на твою, так сказать, профессиональную деятельность. Мы знаем, и вот биография твоя, которая у нас тоже вот в анонсе выставлена, мы знаем, что ты очень долго работал в прокуратуре. И мы знаем, что, я вернее знаю, что ты участвовал в некоторых очень громких процессах, о которых, может быть, многие до сих пор не знают. Может быть, даже в твоей семье, да, не знают. Сегодня, наверное, ты можешь об этом поговорить, вот о своей деятельности в прокуратуре и о вот тех громких делах, громких процессах, в которых ты участвовал. Ну что ж, спасибо за вопрос. Это тоже одно из таких самых интересных. Ты знаешь, Юр, самое главное, что, знаешь, любить свою профессию. Вот я не знаю почему, но с первого дня вот я еще был помощником прокурора на общественных началах. Я вместе с другими такими уже опытными следователями, когда наблюдал, я иногда удивлялся. Слушай, вроде тут есть короткий путь выйти к истине. И я не видел, чтобы вот эти следователи шли по этому пути. Я не знаю откуда, но вот это я в себе чувствовал. Меня назначили в 1985 году в Кировскую прокуратуру, когда после развала Советского Союза Кировский район назвали Кцанийским районом, я был там, потом меня перевели помощником прокурора. Вот. А в 1992 году, когда уже наши все перебирались жить в Россию,
Кстати, ты знаешь, мы были 6 братьев и сестер, и есть они. Пусть они все будут живы и здоровы, они уже все переезжали туда. Я единственный со своей семьей остался жить в Грузии. Вот. И в 92 году мне звонят, как раз у меня была небольшая командировка, мне говорят, тебя переводят на работу в Генеральную прокуратуру. Это для меня было неожиданно. Почему, Юра? Потому что в этом районе я уже был опытным следователем, я там все вел, и все у меня спрашивали, как, что, а тут к таким опытным важнякам переводят меня. Я был самый, кстати, молодой тогда среди важняков. Мне было 33 года. Сейчас назначают туда 27-летних, 6-летних. Тогда такого не было. Вот. Я перешел в Генеральную прокуратуру. Я помню первый свой кабинет. Мне кабинет дали, письменный стол, мое кресло. И даже не было стола, чтобы приставка. Вот есть же маленькая к столам. Места не было его туда приставить. И первое дело, которое мне передали, это был вот геноцид грузинского народа, Абхазия и так далее. 300 томов заносят и заносят в мой кабинет. Места нет никуда ложить. Я над этим делом работал 7 месяцев. Вот. А после этого, конечно, пошли дела поважнее, поинтереснее. Я действительно могу сегодня сказать, что я очень-очень большую интересную школу прошел. Вот. А в группе Гаделяна Иванова меня направили еще во время Советского Союза. Это был 87 год. Я был молодой следователь, я там проработал 1,5 года. Вот. И я действительно могу сказать, это было интересное время. Кстати, когда уже завершалась работа туда, мне предложили перейти работать в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Вот. Даже тогда еще Советский Союз был, прокуратуру Советского Союза. Но я вот отказался. Во-первых, моя семья была там. Потом я не хотел вот таких изменений. Вот. Я вот так. И я сегодня не жалею, что я остался работать в Грузии. Вот. Ну, есть, конечно, очень интересные моменты. Я просто один эпизод приведу. Я расследовал дело по теракту в отношении президента Грузии, бывшего Эдуарда Шеварднадзе. Вот. И была создана очень большая группа из сотрудников службы безопасности, МВД и прокуратуры. Вот. И там в этом преступлении участвовали чеченцы, чеченские террористы. 2 из них были убиты на месте преступления. И в один хороший день меня посылают в командировку в Москву. Салман Радуев был уже задержан. Я должен был его допрашивать в Лефортово. Вот, и меня предупреждают, смотри, ты летишь туда инкогнито, никто об этом не знает, это должно быть секретно и так далее. Вот, я полетел в Москву, меня посольство встретило в аэропорту, мы едем в машине, радио включено, и радио передает с целью допроса Салмана Радуева по делу теракта в отношении Эдуарда Шеварднадзе прилетела следственная группа, и там старший следователь из Кодасен. Я был, конечно, просто уже не мог не смеяться и не знал. В общем, потом везде меня преследовали журналисты, а потом смотрю, звонят мои родственники ко мне в Тбилиси, узнают, слушай, Иско где находится? Он прилетел, он нам не говорит, где он находится и так далее. И потом уже, конечно, я появился среди своих родственников. Вот так я проработал довольно долгое время. В 2011 году уже у власти было то правительство, которое сейчас ушло в 2011 году. Там точно уже мы не могли вместе работать. Стали невыносимые отношения. Я 3 раза писал заявление о том, чтобы уйти из прокуратуры. Меня не отпускали. Вот, это был действительно нонсенс. Люди еле держались, а я уже, потому что у меня сыновья были в бизнесах, мне это уже стало действительно не... Тем более, когда я не нужен. Ну, что там сидеть?
Вот они меня держали 2 года, потом я подключил тоже опять свой круг. Я говорю, отпустите меня просто. Я ничего больше не хочу. Спасибо за все, я пошел. И вот так меня освободили в 2011 году. В 2012 были какие-то предложения, я уже не пошел, когда пришла вот новая власть. А в 2016, ты уже знаешь, меня пригласили, и вот так я попал в парламент Грузии. Ну, я знаю, Иско, что ты какой-то период, вот после значит, окончания работы в прокуратуре, занялся бизнесом и довольно успешно занялся бизнесом. И вот, может быть, об этом тоже там несколько слов скажешь, вот какой бизнес и как ты начинал там и так далее. Ну, скажу вот тебе откровенно. Ты знаешь, мои братья и сестры, как после развала Советского Союза переехали в Россию, они все занимались бизнесом. Это тоже законопослушные люди своим трудом. Я помню, у меня тогда сыновья были еще маленькие, учились в школе. Вот за 2-3 месяца, пока вот были каникулы, я их отправлял к своим, и они вместе с ними работали, и вот это все они принимали. Вот. А когда они выросли, после окончания института, они сами начали заниматься бизнесом. Так что я тебе скажу откровенно, Юр, я юрист. Я так и не стал бизнесменом. В одном из больших бизнесов моего сына, это микрофинансовая организация «Лидер Кредит», меня назначили председателем совета директоров. Но я там был в течение, год-полтора, я вел только юридические вопросы. У нас там, конечно, была юридическая служба, я туда пригласил своих бывших сотрудников, несколько человек. Вот, и я только вот эти вопросы курировал. Что касается бизнеса, я честно, откровенно могу сказать, это все заслуга моих сыновей. У нас в бизнес несколько направлений. Вот, много потеряли, и, конечно же, в общем, остались на плаву, и, в общем, сегодня вроде все идет нормально. Всем абсолютно желаю успеха. Главное, что были здоровы и живы, Юр. Да, остальное, я всегда говорил, слушай, мы, езиды, мы всегда своим потом, своим трудом зарабатывали. Мы не пропадем, с голоду не помрем. Правильно. Дай Бог, чтобы у вас все было бы нормально на этом поприще. Ну а сейчас, наверное, перейдем к твоей деятельности в парламенте, как депутата парламента Грузии. Вот как у тебя возникла вот эта мысль стать депутатом и какую чем ты сейчас занимаешься в парламенте? Расскажи вот за эти 4 года о своей деятельности в парламенте Грузии. Я знаю, что очень много, в том числе и на во внешней сфере, вот в частности, ты, я знаю, был и, не знаю, сейчас тоже, наверное, являешься почетным консулом Республики Молдова в Грузии. Тесные отношения с этой страной сформировались. И, в каком комитете работаешь, какие там шаги там законодательные. В общем, о своей деятельности в парламенте Грузии, пожалуйста, нам всем очень интересно. Юр, значит, после того, как я ушел из прокуратуры, у меня, естественно, были связи во властных структурах. Во время одной из бесед были 2 министра. Вот, пошел вопрос о почетных консулов. И вот я получил такое предложение, слушай, говорит, вот давай, может, попробуем. У меня был визит в Молдову, была встреча с тогдашним президентом Григорием Лянко. Я ему благодарен, конечно. Он как меня выслушал, он понял, что я человек, который, если что-то начинает, он делает. Вот. И вот так они поставили. Кстати, 6 месяцев меня проверяли молдовские спецслужбы, потом вопрос перешел. Это такая процедура. Потом переслали материалы в Грузию, еще 6 месяцев проверяла Грузия. Это было в 2016 году, честно говоря, я уже и не интересовался, назначат или нет.
И в один хороший день меня назначили почетным консулом. Я думаю, вот это как раз была вот точка отчета к тому, что я потом уже попал в парламент. Когда пошел разговор, и я прямо тебе скажу, Юр, никогда мне не предлагали именно заниматься курдскими, езидскими делами и так далее. Нет. Вот, и я даже и не ожидал, что это вот так может произойти. Я ни разу не собрал езидов, ничего, вот только свой тесный круг и так далее. И вот так я попал в парламент. Меня сразу же назначили в 2 комитета. Это по внешним делам, международный комитет, и 2-й комитет секторная экономика. Все-таки учли, что я был председателем совета директоров. Тогда, когда меня в эти 2 комитета, я, скажу тебе откровенно, я сразу отказался от юридического комитета. Я хотел отдохнуть от вообще этой сферы. Вот. И это была очень интересная идея. Меня назначили председателем 2 делегаций. Грузия-Молдова, Грузия-Румыния. Вот. И, честно говоря, я очень многое сделал в этой сфере. И сегодня все эти видят, мои коллеги, все. Я дошел до такого, ну вот ты представь, я сам открывал памятник грузинского деятеля Бессарьона Лебанидзе в городе Яши, в Румынии. Мы сделали городами-побратимами город Яши, Кутаиси. Вот. А сейчас памятник Шотару Ставели находится в Бухаресте, и он будет установлен на площади около мэрии города Бухареста. Вот это такая сфера оказалась для меня интересная. Вот. Но я уже не имел, как я попал в парламент, я не имел права быть почетным консулом, я не имел права представлять другую страну в Грузии. Я ушел, и тогда молдовское правительство обратилось ко мне. Ваш офис прекрасно работает, и мы хотим, чтобы офис работал. И, пожалуйста, предложите кого-нибудь. И вот после этого мой сын сейчас является князь Дасени, он почетный консул Молдовы в Грузии и продолжает вот эту деятельность. Вот. А теперь, значит, после этого в юридическом комитете я оказался очень нужен. Меня попросили, мы хотим тебя перевести туда. Я отказался, я говорю, я не хочу. Но потом со мной, скажем так, председатель парламента и другие беседовали, и меня назначили заместителем председателя юридического комитета. И сегодня вот моя основная деятельность это в юридическом комитете. Вот. А что касается сейчас будущего парламента, ну посмотрим, я не хочу забегать вперед. Ну, мы об этом поговорим еще. Хорошо, дорогой. Я вот сейчас, слушая тебя, вот, действительно, таких людей, как ты, действительно наш народ нуждается. И вот я когда слышу, что вот ты был почетным консулом Молдавии, Грузии, вот, может быть, вот кто-то из Курдистана услышит наш разговор и подумает о том, чтобы вот именно вот таких представителей нашего народа предлагать быть почетными консулами Курдистана в тех странах, в которых мы живем. Я думаю, это очень так, правильное было бы, значит, правильное решение. Я тебя перебью. Правительство Молдовы меня наградило за вот вклад в грузино-молдовские отношения. Когда я уходил, меня пригласили официально и наградили. Ну и вот в этой связи, конечно, всем нам интересно, но я знаю, ты неоднократно бывал в Курдистане, знаешь там многих людей, и вот твои впечатления вот от этих твоих поездок, и что-то делается вот для того, чтобы связи между Грузией и Курдистаном развивать вот, с твоей подачей, с твоим участием. Спасибо за этот вопрос. Юра, когда я стал членом парламента, я записался... Да, извини, и вот между официальными структурами, да, вот
Южного Курдистана и Грузии есть какие-то там, какие-то связи, отношения? Я почему... Да, ответьте, а потом дальше еще вопросы. Вот, я записался специально в группу дружбы Ирак-Грузия, потому что Курдистан, Грузия нет, и меня это очень интересовало. И, естественно, до того, как я попал в парламент, у меня было несколько, скажем, поездок в Курдистан. Я туда пригласил всю вот свою родню из Москвы, мы все вместе летали. Я хочу сказать, что у меня там очень тесные дружеские отношения с очень интересными людьми. Вот, они приезжали сюда, естественно, я ездил туда. И я вот что бы хотел сказать. Я правда вот от души хотел бы, чтобы и курды-мусульмане правильно воспринимали нас, курдов-езидов, чтобы вот не было такого отношения. Я вот не забываю, в городе Дагок меня пригласили на прямую передачу «Курдское радио». И вот слушатели задавали вопросы. Я даже не думал, что вот у них такая большая аудитория. Журналист задавал вопросы и подключались слушатели. Было задано больше, около 30 вопросов. И что вот для меня было удивительно. Примерно 80% опять касались того, что курды езиды. Вот почему вы другой веры, почему вы как смотрите на нас и так далее. Я несколько раз ответил, старался вот дипломатически сохранить это, но в конце концов я не забуду. У меня вот произошел немножко такой это. Я прямо заявил, неужели вам больше делать нечего? Столько вопросов, вам не интересно, как мы там живем, интересуемся мы Курдистаном или нет, кто вы для нас, что мы вот одной крови. Почему столько вопросов касается именно вот этой веры? Вот этот фундаментализм, видимо, все-таки есть и у курдов-мусульман. Но почему мы только о них говорим? Вот у нас наши. Сегодня спросишь, они говорят, самые ярые, есть такая категория, самые ярые наши враги – это курды-мусульмане. И, естественно, они – это единицы. Но, тем не менее, они это говорят, и, в общем, я не хочу долго на эту тему останавливаться. И я хочу один пример, кстати, привести. Один из таких знаменитых курдов, не буду называть его по имени, фамилии, мы с ним дружим, высокопоставленный, которого знает весь Курдистан. Он приезжал сюда вместе с друзьями, естественно, мы проводили время, все. Он уехал, я тоже, он там нас очень тепло принял, кстати. Я уже на этом не буду останавливаться, но когда он уехал, через несколько месяцев он мне звонит и говорит, Иско, говорит, мой сын, говорит, прилетает к вам, говорит, я хочу, чтобы вы познакомились. Я говорю, с большим удовольствием, конечно. И он мне говорит, тебе позвонит. Юра, я дома вечером, мне звонит молодой человек. И говорит, вот я, говорит, сын того, прекрасно, я говорю, очень хорошо. Сколько дней вы будете здесь? 3 дня. Ну ладно, где ты остановился? Я говорю, я завтра же пришлю машину, все, и встретимся. Он мне говорит, нет, не надо, вы скажите, где мы встретимся, и я, говорит, приду. Слушай, я говорю, ты Тбилиси не знаешь, ну как я тебе скажу, вот я любое место назову. Ты мне, нет, говорит, не надо, я был удивлен. Вот, и, в общем, я ему говорю, ладно, давай вот Шардень, есть такой район, если ты сядешь в такси, это центр старого Тбилиси, там все бары, рестораны, и там увидимся. Я говорю, в какое время суток? Я думал, скажет, часа 5-6. Он говорит, знаешь, давай, когда темнеет. Зачем? Вот. Ну, я говорю, ладно. И мы договорились на 8 часов. В 8 часов уже было темно, это был ноябрь месяц. Вот. Я сижу так, за 5 минут раньше я пришел. Вот людей там, конечно, много у нас на Шардене, ты знаешь, и вижу 3 молодых людей крутятся там, ходят так, осматриваются. Я когда их увидел, я встал и сделал шаг в их сторону. Они сразу остановились и ждали. Вот я подошел,
И поздоровался, я говорю, это вы на курдском, конечно. Они, обрадовались, да, да. Мы познакомились, все, слушай, Юра, смотрю, они оглядываются по сторонам. Боже мой, я не стал спрашивать, что, к чему, спрашиваю, как вы, все, то, все. Все нормально. Ну что, я говорю, давай пойдем где-нибудь посидим. Я их пригласил, мы через этот стеклянный мост перешли. Я как раз у этого стеклянного моста им назначил встречу, чтобы ориентировочно они правильно подошли. Я перешел, и, в общем, там бары, рестораны. И я говорю, давай посидим вот во дворе, там оркестр, ансамбль. И здесь, нет, говорит, лучше внутри, говорит, где-нибудь посидим. Опять так заинтриговали. Ну ладно, мы зашли внутрь, никого нету. Только мы сидим за одним столом у окна, и видно там, что происходит снаружи. А все сидят во дворе. Вот. Ну тогда не было еще так холодно. И вот они там виски, мы начали пить, то все, и 3-4 рюмки, когда вижу, они немножко расслабились, я спрашиваю, слушай, я вижу, у тебя проблемы какие-то. Ты скрываешься от кого-то. Ну, ты сын такого человека, ты бы не смог приехать, если бы тебя органы преследовали. Видимо, я говорю, у тебя какие-то проблемы, я говорю, может, скажешь? Они не хотели говорить, но после нескольких рюмок разоткровенничались. И они мне прямо сказали, Иско, говорит, мы приехали с курдской группой. Это туристическая группа. У нас, говорит, тур. Вот, говорит. И если они увидят, что я не с мусульманином здороваюсь за руку, ты не поверишь, Юра. Я был искренне удивлен. Если они это увидят, они заложат меня нашему мулле, говорит. А мулла, говорит, он вообще нас отречет, говорит, он нас в мечеть не пустит. Да, Я есть. их пожалел, я им прямо сказал, и Юр, я хочу добавить, я правда счастлив, что я езид. Я вот, помнишь, Да. Юра, в молодости мы говорили, может, неправильно, что наши предки оставили, приехали сюда, лучше бы боролись там за независимость и так далее. Я правда счастлив, иначе я бы, наверное, тоже был такой же. Боялся бы муллу своего. Понятно. Но я вот напомню, Иско, вот в отношении, вот ты сказал, что ты являешься членом группы Грузия-Ирак. Да. И вот какие-то есть планы, да, вот у этой группы, да, что делать, как вот, ну, Курдистан это часть Ирака, пока во всяком случае считается. И есть ли какие-то планы, чтобы установить там вот более такие отношения? Юра, хороший вопрос, благодарен тебе. Я с первого дня начал ставить вопрос о визите парламентской делегации в Ирак. Кстати, председателем группы делегации Ирак-Грузия Сесияшвили Ираклий, он председатель комитета по безопасности, потому что Ирак, ну, это такая страна, где были грузинские вооруженные силы, это такое, ну, важное направление, скажем так. Вот. Но этот вопрос очень трудно оказалось все-таки пробить до конца. Ты знаешь, тут фактор Турции и так далее. Вот у армян это немножко проще, потому что там отношения другие. Они в Курдистане имеют свое представительство, они там бизнесы раскрутили и так далее. Но в самом конце, я тебе скажу честно, я все-таки вот продвинул этот вопрос. Я вышел на связь с парламентом Ирака, где, кстати, есть наши езиды. Я говорил с госпожой, сейчас я имя, к сожалению, не помню. Извините, с парламента. Вот, и мы с ней начали, я переписку, все, абсолютно есть полная переписка. Была договоренность, что делегация парламента Грузии будет, значит, будет визит наш в Ирак. Мы даже договорились, 1 день Багдад, а 2 будет Эрбиль, Дохок и так далее. Вот, но вот эта пандемия, к сожалению, приостановила все это. Я имел на эту тему беседу с нашим правительством, с председателем парламента, и все за. Так что я думаю, если все будет хорошо, мы эту тему продолжим.
И, наверное, какие-то результаты будут. И я бы еще, вот, Юра, в связи с этим хотел бы сказать, я честно большего ожидал от все-таки правительства Курдистана. Ну, почему они ничего не делают для того, чтобы вот эти диаспоры, какую-то связь наладить? Мы же можем что-то сделать. Грузия сегодня европейская страна, она уже нужна Курдистану. Ну, хоть что-то сделайте в этом направлении. А Ирак, сам ты понимаешь, Ирак немножко опасный. Я бы смог большего сделать. Но мне сверху прямо сказали, идентифицировать ваших курдов и сказать, что это он курд, он не террорист, мы этого не можем. Ты понял, да? Вот есть такие вопросы, которые уже, это наша безопасность, связанная с Западом, с западными странами, вот, через которые мы не можем на сегодняшний день так легко перейти. В общем, вот так. Мы надеемся, что все-таки что-то сделаем, и правительство Курдистана будет неплохо. Я вот хочу, чтобы это обращение они услышали, чтобы что-то они сделали в этом направлении. Да, я понимаю сложность в отношении Грузии тоже, потому что ну, мне самому довелось тоже общаться с Министерством иностранных дел Грузии. Они вначале воспринимают, когда говоришь об связях между Грузией и Южным Курдистаном, Иракским Курдистаном, они сразу, подсознание у них Абхазия, Южная Осетия, но там принципиально разные вот эти вопросы, потому что Абхазия и Южная Осетия, они не признаны со стороны Грузии, а Иракский Курдистан, он в Конституции Ирака записан, и Багдад, да, у них проблемы есть, да, и это может быть где-то мешает развитию таких отношений Грузии с Курдистаном, но понимание того, что ты сам тоже говоришь, что это они нужны, и особенно Курдистану нужен выход в Европу не только через Турцию, но и через грузинский коридор, конечно, это было бы совершенно здорово. Я хотел бы еще такой вопрос тебе задать. Я знаю, что ты много таких благотворительных акций тоже совершал и финансировал издание книг и многое другое. Мы уже говорили и внес свой вклад в строительство религиозного зиарета в Тбилиси. И об этой своей стороне, обычно такие люди, как ты, они не любят об этом говорить. В частности, наш уважаемый мной Зелимхан Муцоев, я знаю, как много он делает, но он не любит об этом говорить. Тем не менее, я хочу тебя этот вопрос тем не менее задать, да, какие благотворительные такие акции ты принял участие, и есть ли у тебя в планах еще в этом направлении какие-то шаги совершить? Ну что ж, самое интересное, что я сделал, сегодня именно у меня хранится архив Керима Анкоси, которого нет с нами. Я его, скажем так, мы договорились, этот архив сегодня я разместил в архиве Грузии, в самом таком месте, чтобы он сохранился. Честно говоря, у меня нет времени этим архивом заниматься. И я думаю, когда будет уже возможность, свободное время создать что-то такое, знаешь, офис, потому что, к сожалению, храм и дом езидов сегодня он уже не такой общий. Именно архив, чтобы там разместить его. Что касается, конечно, да, я что-то делаю, но я мог бы сделать больше. И пользуясь случаем, я хочу поблагодарить и Залимхана Муцоева, моего друга, нашего друга, и действительно человека с большой буквы. Здоровья ему пожелать, долгих лет жизни. Этот человек делает и ничего не говорит. От него многому надо даже учиться. А остальном, о чем я буду говорить, там книги издать. Книга Тимур Халил, вчера у нас была передача на курдском языке, и он говорил, что ты
стал спонсором издания. Вот какая книга там, о какой книге идет речь? И она вышла, не вышла? Да, она вышла, ее, кстати, она сейчас печатается, но Тимур это действительно один из интереснейших людей. Юра, ты со мной согласишься? Вот таких, как Керима Акоси, пусть Тимур 100 лет проживет. Вот таких людей действительно надо беречь. Вот каждую его передачу, интервью я слушаю с большим удовольствием. Он всегда говорит что-то новое. Сколько у него вот всего этого есть. Вот. Он мне звонил, практически он и так бы нашел спонсора. Вот. Я принял участие, он перевел, ее надо просто печатать. Вот. Так что я думаю, знаешь что, надо будет это все дело поставить на вот, правильные рельсы. Я сказал тебе или нет, мы собираемся здесь создать неправительственную организацию. Я уже веду переговоры курдскую. Вот. И мы будем больше заниматься такими вопросами. Отлично. Еще такой вопрос. Ну, мы знаем, что вот во многих странах Европы очень много депутатов вот, курдского происхождения. Вот, в частности, в Швеции там 6 человек, там в Великобритании в парламенте 2 депутата, в Австрии там девушка, в Европарламенте 2 курдянки. Есть ли у тебя какая-то связь с ними? Ну, мы Зелимхана уже вспомнили сегодня, естественно, это наш друг, наш близкий человек, это у нас связь, конечно, довольно крепкая, а вот с европейскими депутатами, знаешь, я иногда думаю, вот если всех курдских депутатов собрать по всему миру, да, вот в иракском, турецком, иранском парламенте, в сирийском, ну, в иракском Курдистане и в европейском, наверное, несколько тысяч получится. Вот есть у тебя какие-то вот отношения с ними? Сейчас, знаешь, вот в диаспоре идет такой процесс вот консолидации, что ли. Вот курдская диаспора по всему миру, она сегодня по численности, в принципе, больше, чем еврейская и армянская. Но она такая молодая, очень динамичная, особенно в Европе. Там есть свои внутренние проблемы. И вот мне вот очень радостно, что очень многие курды в этих странах интегрируются, но не ассимилируются. Именно интегрируются в этих, но не забивают, так сказать, свои корни и так далее. Я думаю, тебе было бы очень интересно вот с ними как бы наладить связь, как-то пообщаться. Вот ты на эту тему хотел бы что-нибудь вот по диаспоре, по вот, курдской, мировой курдской диаспоре, там, 2 слова, твое Да, Юр, мнение, как ты видишь? вот честно говоря, я, наверное, очень плохо, я даже не знал. Я в Англии знал, есть депутаты, вот в Австрии я не знал. Наверное, все-таки вот было бы неплохо, если бы кто-то в Курдистане подумал об этом и как-то нас объединил бы. У нас же нет своей страны. Если бы было, то это все было бы намного проще. Но этим надо заниматься. И я думаю, если бы мы собрались, мы бы для общего дела смогли бы, наверное, сделать больше. Да, Вот. согласен. И вот наша беседа, мы о многом можем говорить, но, к сожалению, мы уже вот почти час общаемся. Вот планы, какие у тебя планы? Будешь ли ты, мы знаем, что сейчас вот скоро выборы в Грузии, да? И ты собираешься ли ты еще раз принять участие вот в новом составе парламента Грузии? Какие у тебя планы в этом отношении? Я сейчас достоверно об этом не могу сказать, но я могу сказать, что об этом есть, ну, кое-какие разговоры есть. Мы об этом будем знать, ну, максимум недели через 2. Точно. Ну, точно, конечно, мы будем знать 31 октября, когда закончатся выборы. Ну, понятно. Самое главное, чтобы мы все-таки жили правильно. Мы бы не забывали, кто мы. Мы бы не забывали наших предков.
Вот какими они были патриотами, Юра, и ты в том числе. Да и разговор о наших родителях был. Поэтому мы и сохранились. Поэтому, да, кстати, ты сказал об ассимиляции. И мне очень жаль, но ассимиляция, она идет. В Европе идет, да и в России все-таки идет, и у нас здесь это происходит. И этим, ну, если бы сказать, только наши шейхи и пири должны заниматься этим, было бы неправильно, но от них очень многое зависит. Конечно, от их правильной политики. Объединять людей, создавать вот что-то общее. Вот это должно быть, и это больше поможет тому, чтобы не было ассимиляции, чтобы полноценными гражданами Грузии себя чувствовали и были бы курдами и езидами. Да. Ну, ты, может, ты сам хочешь что-то ну, нашим зрителям, вот, что-то, какие-то пожелания или какие-то вот, в заключении что-то сказать, там, то, что твоей душе хочется. Юра, я думаю, все-таки ваш блог, видеоблог, это очень интересный. Его очень многие слушают. Вот когда вы поставили на Facebook, я получал очень много СМС. Вот, и я даже удивлялся. Оказывается, даже мои близкие смотрят все ваши передачи, а я и не знаю. Вот у меня, когда есть время, я тоже смотрю и с большим удовольствием. Вот я хочу пожелать вам больших успехов. Я уверен, Юра, у вас есть будущее. Вот, и если я буду нужен, где, когда, я всегда буду рядом. Вот, есть такие, как вы, еще есть, но вы, я сегодня могу сказать, одни из первых. Вы действительно уровень. И вот желаю вам больших успехов. Я, кстати, тесные отношения у меня с Тамазом Досени, это во Франции, езидская организация. Вот. Ну, будем работать, посмотрим. Наверное, мы придем к общему знаменателю, Юра. Это очень важно. Не кривить душой, не фальсифицировать историю, потому что вера – это вера, страна – это страна, народ – это народ. Я счастлив, что я езид, и я буду езидом до конца. Ну и я рад, что наша езидская вера не такая, она фундаментальная, такая строгая, какой-то режим. Это свободная вера. Вот. Ну и очень жаль, что больше наши шейхи и пири, тем более грамотные, знающие, могли бы сделать для нашей веры и для общего дела. Ну, подождем, увидим. Я уверен, я оптимист и уверен, все будет хорошо. Знаешь, Иско, мы ну, старались уйти от этой темы, да, но несколько раз у тебя вот это прозвучало, да, вот это езиды, курды, мусульмане и так далее, но мы с тобой на эту тему много раз общались и знаем позицию друг друга, она у нас, ну, почти, я могу сказать, абсолютно совпадает. Мы хорошо знаем наши корни, кто мы, что мы, кто мы по национальности, кто мы по вере. Мы хорошо понимаем будущее вот этой нашей языческой общины, нашей религии. Оно тесно, абсолютно тесно связано с созданием независимого курдского государства. Там и ты некоторые вопросы, некоторые проблемы обозначил, и мы хорошо знаем реальную картину. Но те люди, которые задумываются о будущем вот, езидизма и вот об этой религиозной общине, они ну, прекрасно понимают, по какой дороге надо идти и что надо делать, чтобы сохранить вот это уникальное сообщество. Я тебе очень благодарен за вот эту нашу беседу. Я тебе желаю удачи, успехов. Мы все, очень многие в нашей общине очень внимательно следят за твоей деятельностью. Я думаю, что многие наши зрители сегодня как-то, ну, с другой, ну, более глубокой стороны тебя узнали. И
удачи тебе во всех. И у тебя прекрасная семья, у тебя прекрасные братья и сестры. Я имею счастье со всеми с ними дружить и общаться. Ну, естественно, в твоей политической и в твоей, значит, во всех сферах твоей деятельности я тебе желаю удачи и, как у нас по-курдски говорят, серкертентера. Спасибо еще раз. Юр, спасибо большое. И вот еще одно такое предложение. Я в самом конце хочу сказать. Я обращаюсь к избирателям, нашим курдам, езидам, кем они себя считают, не имеет значения. Когда я просто начал очень интересоваться, я понял, что наши самые пассивные не ходят на выборы, оказывается. Я это увидел сейчас. Призываю вас к тому, чтобы вы больше, вы были бы активнее, вы должны свой гражданский долг исполнить. Приходите на выборы, а дальше решайте сами. И вас уверяю, в Грузии все будет хорошо. У нас, у нашего народа здесь есть будущее. Кто меня знает, все знают. Я никогда не отвернусь и не спрячусь. А дальше жизнь покажет. Спасибо тебе еще раз, Юра. Успехов вам. Спасибо. Ну, дорогие друзья, на этом наша передача, наше общение с моим другом Иско Дасан и депутатом парламента Грузии заканчивается. И до новых встреч.